Начало побед. С 17 по 20 июля в Якутске прошел семинар-визит представителей делегаций потенциальных стран-участниц 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Мероприятие традиционно проводится с целью ознакомления с организационными моментами проведения соревнований. О том, как это было, смотрите в нашем материале. Представители 14 стран, заинтересованных в участии в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии», приехали на родину игр. На встрече с президентом Международного комитета игр Владимиром Максимовым делегаты смогли напрямую задать интересующие их вопросы касательно логистики, спортивной инфраструктуры, а также условий проживания и питания спортсменов. В целом, скажем так, такое знакомство с той работой организационной, которая ведется по подготовке к играм, которые примет Якутск в следующем году. Однозначно, Филиппины заинтересованы в участии в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии» в следующем году. Для этого меня сюда делегировали. В Филиппинах мы занимаемся тем, что привлекаем юных спортсменов с 8 лет к занятиям спортом, повышаем активность детей. У нас, конечно, зимние виды спорта не столь развиты, но мы стараемся развивать и их. К примеру, в крытых помещениях, либо отправляем на подготовку в Штаты. В общем, мы работаем над этим. В первую очередь делегаты посетили спортивные объекты, на которых будут проходить состязания. Среди объектов – Центр спортивной подготовки «Триумф», спортивные комплексы «Дохсун» и «Модун», также стадион Туймада и плавательный бассейн «Чолбон». У вас к играм идет очень хорошая подготовка. В объектах идут капитальные строительства, ремонт, космический ремонт. Подготовка очень хорошая. Нам очень понравилось. У вас спортивные объекты очень на высоком уровне, соответствуют международным стандартам. На мой взгляд, бассейн отвечает всем международным стандартам. Здесь удобно проводить международные соревнования для детей. Мне очень нравится. Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов. В большинстве из них сейчас идет ремонт. Все они будут к следующему году готовы принять гостей. На главном стадионе столицы, который был построен к первым играм «Дети Азии» в 1996 году, ремонт запланирован на 2 года. В этом году здесь ремонтные работы начались со стороны манежа. Там беговую дорожку меняем, кровлю меняем. В этом году еще запланирована замена здесь электрического беговой дорожки, футбольного поля, всех сидений, спортивное ядро полностью, асфальтирование территории. Так, и внутри административного здания будет ремонт электричества, водоснабжения, водоотведения, все меняется. Большой ремонт будет. И в следующем году у нас по плану стоит ремонт фасада здания и мачты. Также ремонт проводится в спорткомплексе «Триумф», который был введен к 5-м играм в 2012 году. У нас под ремонт идет и тренировочная зона, зона столовой. Вся гостиница должна быть отремонтирована, уличное благоустройство и беговые дорожки. Конечно, будет уже дополнительный инвентарь, будет оборудование установлено. Мы хотим сделать вообще такой действительно качественный, хороший ремонт, чтобы он не только был на данные игры, но служил уже нашему населению, нашим всем посетителям долгие годы. Плавательный бассейн «Чолбон» с 20 июля также закрыт на ремонт. Работы планируется закончить уже к августу этого года. Радует то, что то внимание республики, которое она уделяет для подготовки мероприятий, подготовки объектов, потому что в этом году республика выделила беспрецедентный объем финансирования на ремонтные работы. И, надо сказать, это не только косметические, в том числе и капитального характера, как замена котлов, ремонт крыши и так далее. Потому что это в любом случае в требованиях по, скажем так, наделению правом проведения игр организационных комитетов имеется такой пункт, как наследие игр. И самое главное наследие, конечно, это те объекты, которые останутся. Игры пройдут, наследие должно работать для населения. И я думаю, что та подготовка, которая ведется сегодня, она даст хороший задел на качественное
и эффективное наследие после игр. Далее делегаты осмотрели места проживания и питания. Представителям потенциальных стран-участниц организовали экскурсию по общежитию и столовой, ознакомились с картой студгородка, а также ответили на все интересующие их вопросы. Естественно, питание должно быть соответствующее, потому что дети – растущий организм, и они всегда хотят кушать. Вот, поэтому питание очень важно для детей, которые особенно занимаются спортом. Вот, поэтому питание будет усиленное здесь, нам пообещали. И вот мы уверены, что дети голодными не будут и выступят хорошо. Самое главное, чтобы питание было сбалансированным, то есть не было перекосов в сторону углеводов, чтобы белка было достаточно. То есть все это просматривается в меню, учитывается. Существуют определенные стандарты спортивного питания. Я уверен, что все будет хорошо. Вот, ребята будут накормлены. Вот, условия в общежитии будут тоже соответствующие. И самое главное, чтобы они приехали, выступили на соревнованиях и с хорошими впечатлениями вернулись домой. Уже известно, что меню для спортсменов будет составлено совместно с Международным комитетом «Дети Азии» и Роспотребнадзором. В нем будут учтены особенности питания стран-участниц. Преимущественно будет предложено универсальное европейское меню, а для желающих будут предложены и блюда местной кухни. Меню будет как бы составлено по типу шведского стола, потому что вот в последнее время, с 2012 году, в 2016 году мы начали применять такой тип обслуживания. Он более удобен для наших гостей. Конечно, мы обязательно учитываем, из каких стран у нас приезжают наши гости, делегации. И поэтому, конечно, как бы вот эти вот блюда, они будут готовиться из этих продуктов. Ну, предположим, говорить, что страны арабские страны. Конечно, постараемся, не то что постараемся, а уже есть такая возможность приобретения сырья мяса халяль. Естественно, будет мясо халяль. Да, а если, значит, страны у нас будут восточные, Таиланд, там, да, то там, конечно, будет предусматриваться свинина и курица. Да, естественно. Если будут гости у нас с Индии, естественно, конечно, приоритет здесь в основном будет ихних блюд, сапши там называется, там в основном блюда строятся как бы на овощных продуктах с овощей. Там горох идет у них, да, картофель идет, ну вот основные какие-то компоненты, конечно. И мы будем обязательно консультироваться с поварами с этих стран. Одним словом, подготовительные работы в самом разгаре. Впереди еще много работы, как косметический, так и капитальный ремонт не только спортивных объектов, но и мест отдыха столицы. Город потихоньку преображается, готовится к визиту спортсменов. Сами гости отзываются о таком масштабном проекте с почти 30-летней историей, как о весьма значимом для развития не только спорта, но и с политической точки зрения деле. This is very good. Однозначно, Международные спортивные игры «Дети Азии» — это прекрасный проект по продвижению детско-юношеского спорта. И, конечно, было бы отлично, если наша страна приняла бы участие. И еще очень интересными являются вот отдельные образовательные проекты Международного комитета «Дети Азии». Очень интересно было бы отправить и спортсменов, и тренеров на такие вот мероприятия. А в следующем году в 8-х Детях Азии мы планируем почти во всех, кроме Хапсагая, это у вас. У нас на следующий год наш вид алыш борьба как демонстрационный, показательный. Мы договорились, включили на эти игры. Посмотрим, как получится. Может, и в следующих программу включим, уже будет уже официальные игры. На итоговом совещании у главы республики были рассмотрены организационные вопросы относительно аккредитации, безопасности, транспорта, медицинского обеспечения и образовательной программы для будущих гостей. Конечно, мы уже работу подготовительную начали уже давно. Сегодняшний день мы делаем очень много ремонтов в наших спортивных мероприятиях. Ну и город Якутск начал благоустройство тоже города Якутска. Сегодня они уже дали хорошую оценку наших объектам и встречаются с главой республики. Ну а кульминацией семинара визита представителей потенциальных стран-участниц на родину детей Азии стал торжественный запуск обратного счетчика до начала игр.
главный мотиватор и напоминание всем организаторам, жителям, сколько дней осталось до проведения игр «Дети Азии» в следующем году до главного события, спортивного события в стране. Поэтому, конечно, это значимо. Я думаю, что жителям республики, жителям города Якутска это как напоминание к тому, сколько нам осталось ждать наших дорогих гостей и юных спортсменов со всех стран азиатского континента. Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Национальный олимпийский комитет Республики Таджикистан сейчас рассматривается, и у нас работает комиссия для участия, и мы подбираем все лучшие наши спортсмены, чтобы приходить сюда и соревноваться с лучшими ребятами. Международные спортивные дети Азии – это огромный шаг, это большой старт для детей, потому что здесь соревнуются стран Азии. И для детей это будет большим опытом. И здесь будет также проведены культурные мероприятия, которые все народы, дети могут показывать здесь свои культурные программы. И надеемся, что уже опыт показал, что дети, участвующие в международном спортивном дети Азии, они уже стали олимпийским чемпионом. И надеемся, что в дальнейшем с нашими республиками, с республиками-участниками эти спортивные, международные спортивные, они будут уже участвовать в Олимпийских играх и завоевать для своих стран, для своих наций золотую медаль. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Буквально считанные дни остаются до самого зрелищного спортивного события 2024 года.